Добрый день, уважаемые модераторы, Екатерина и Снежана. До начала мероприятия еще есть немножко времени. Сейчас есть возможность проверить связь, как у вас все работает. Можете выйти в эфир, чтобы проверить, как у вас все работает? Да, Екатерина, добрый день, я вас вижу и слышу. Отлично, все у вас работает. У вас презентация загружена, готова? Да, уже все загружено. Хорошо, спасибо большое. Да. И второй участник, Снежана Пименова. Могли бы подключиться тоже? Здравствуйте, да, я вас слышу, но пока что не вижу. Ага, да, все отлично, я вас вижу. Так, все у вас работает. Скажите, пожалуйста, презентация у вас загружена, все хорошо? Все отлично, спасибо. Сейчас скоро начнем мероприятие. Участие. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы рады вас приветствовать на семинаре, который посвящен обобщению опыта региональных инновационных площадок, связанных с развитием инженерно-технического образования в образовательных учреждениях Республики Коми. И сегодня мы с вами рассмотрим как раз опыт региональных инновационных площадок на 3 уровнях. Это уровень дошкольного образования, уровень непосредственно организации уже инженерно-технического образования в школе и в рамках среднего профессионального образования. Я рад всех приветствовать, и, уважаемые коллеги, у вас будет возможность всем выступающим задать вопросы в чате, либо в специальной вкладке «Вопросы», и мы надеемся, что данный семинар как раз отразит все те тенденции, которые у нас сложились в настоящий момент в региональной системе образования, связанной с реализацией инженерно-технического образования. Я хочу несколько слов сказать о действующих и уже завершивших свою деятельность региональных инновационных площадках, которые включились в этот процесс. И здесь в данном случае мы говорим как раз о тех площадках, которые были сконцентрированы в основном у нас в муниципальном образовании городского округа Воркута. Это муниципальное общеобразовательное учреждение, средняя общеобразовательная школа номер 40 с углубленным изучением отдельных предметов и целый кластер образовательных учреждений во главе с управлением образованием непосредственно решали данную задачу, инновационную задачу на 2018 год. Это учреждение города Ухты, в частности, это детский сад номер 55 комбинированного вида, это средняя общеобразовательная школа номер 10, это, конечно же, Ухтинский технический лицей имени Рассохина. Также среди среднепрофессиональных учреждений, в данном случае осуществляющих подготовку по программе среднего профессионального образования, нужно отметить, конечно же, Сыктывкарский политехнический техникум. Ну и те коллеги, которые следят за деятельностью региональных инновационных площадок, нужно сказать, что в течение 2019-2020, а также 2021 года данные региональные инновационные площадки неоднократно представляли свой опыт по развитию инженерно-технического образования в нашей республике и делились своим опытом, а также описывали те эффекты, которые достигаются в рамках реализации данного направления деятельности. Ну и, конечно же, нужно отметить, какие, собственно, это были проекты. Я буквально назову их. В частности, 40-я школа – это инновационный проект «Образовательная сеть «Детский технопарк» как ресурс формирования и развития инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций обучающихся. Если говорить о региональной инновационной площадке, в частности, детский сад номер 55, то их проект назывался «Республиканская опорно-методическая площадка в вопросах развития начального инженерно-технического образования детей дошкольного возраста».
Средняя общеобразовательная школа города Ухты, номер 10 города Ухты, реализовала следующий проект. Это программа деятельности ресурсного центра развития начального инженерного образования в условиях сетевого взаимодействия образовательных организаций города Ухты и Республики Коми. Ухтинский технический лицей имени Рассохина – это программа STEM, современный подход к развитию инженерного образования. Ну а Сыктывкарский политехнический техникум – это проект республиканской инновационной площадки «Технический центр». И сегодня мы попросили наших коллег представить еще раз те основные, так скажем, достижения или те основные, может быть, моменты, которые, по их мнению, являются актуальными, на которые можно или следует непосредственно обратить внимание, а также представить в данном случае свой опыт работы. Нужно отметить, что, конечно же, история развития инженерно-технического образования, она в данном случае многогранна, и в частности, если говорить непосредственно уже об уровне дошкольного образования, то в нашей республике достаточно активно применяется парциальная образовательная программа дошкольного образования. В частности, это программа STEM, образование детей дошкольного и младшего школьного возраста. И в настоящий момент разработана также парциальная образовательная программа дошкольного образования от Фребеля до робота, которая также может быть реализована на данном уровне. И в самом начале мне хотелось бы как раз передать сейчас слово нашим коллегам из города Ухты, в частности, представить опыт детского сада номер 55 комбинированного вида и передать слово Андреевой Светлане Игоревне. Светлана Игоревна, мы вас приветствуем, и если у вас сохранились проблемы с видео, то достаточно использовать звук и непосредственно уже перейти к вашей презентации. Ваша презентация на данном случае в слайде уже открыта, и поэтому, если вам необходима будет помощь в переключении слайдов и так далее, то мы вам можем в этом помочь. Светлана Игоревна, вам слово, мы вас приветствуем. Всем добрый день. Некоторые проблемы все-таки с видеоизображением остаются, поэтому мы, наверное, только с помощью презентации и звука будем тогда общаться. Да, давайте. Да, конечно. Да. Угу. Но прежде всего я, конечно, в двух словах представлю наше образовательное учреждение. Наше образовательное учреждение с 2018 года является региональной инновационной площадкой в вопросах развития начального инженерно-технического образования детей дошкольного возраста. И за данный период времени коллективом нашего учреждения, конечно, внесен значительный вклад в развитие технического творчества воспитанников дошкольных образовательных организаций как на уровне муниципалитета, так и на уровне региона. В прошлом учебном году творческой группой нашего детского сада был разработан план по развитию бренда нашего учреждения от цифры к узнаваемому образу. Ну а так как приоритетное направление развития было уже определено ранее, то появилось соответствующее название детского сада – это Лего-град. Наш детский сад осуществляет свою деятельность по одному из приоритетных направлений развития образования – это развитие технического творчества детей дошкольного возраста. У нас появилась такая возможность в старших и подготовительных группах, к школе группах один раз в неделю организовать занятия дополнительные по лего-конструированию, чтобы все дети старшего дошкольного возраста были охвачены данным направлением. Дети строят у нас по образцу, по схеме и по замыслу. В учреждении выстроена система работы по развитию инженерно-технического мышления детей от 3 до 7 лет в рамках дополнительного образования. Воспитанники вторых младших групп, как вы видите сейчас на слайде, посещают дополнительную образовательную услугу лего-конструирования на основе конструктора лего-дупла. Воспитанники средних групп имеют возможность посещать дополнительную образовательную услугу лего-конструирования на основе конструктора лего-классик. Дети старшей группы – это опять же лего-конструирование, только конструктор уже более сложный, лего, первые механизмы. Ну и воспитанники подготовительной группы у нас посещают дополнительную услугу образовательная робототехника в рамках занятий в лаборатории «Юный инженер». Также дети старшего дошкольного возраста у нас могут посещать мультстудию, лабораторию 3D-печати и алгоритмику. Хочется отметить, что ряд дополнительных образовательных услуг у нас осуществляется на бесплатной основе. Это мультстудия и лаборатория 3D-печати.
Наши педагоги стараются дать родителям рекомендации, чтобы ребенок мог пройти все ступени дополнительного образования от лего-конструирования к робототехнике. И таким образом нами частично решается проблема по поиску и выявлению технически одаренных воспитанников. То есть педагоги ведут детей на протяжении нескольких лет, способствуя развитию их технических умений и навыков. И также благодаря тому, что мы смогли ввести дополнительный час в образовательный процесс по лего-конструированию, воспитатели групп также могут выявить у детей своей группы предрасположенность к занятию техническим творчеством и дать соответствующие рекомендации родителям по развитию данных способностей, но уже в рамках дополнительных образовательных групп в нашем саду. Вот на фото на следующем слайде я разместила несколько фотографий, чтобы наглядно представить, как занимаются наши воспитанники техническим творчеством от второй младшей группы до подготовительной группы. Здесь вы видите и мультстудия, и алгоритмика, и робототехника, и лего-конструирование. Отдельно хотелось бы отметить образовательное пространство нашего детского сада. Это и лего-стена, которая размещена в холле детского сада, где воспитанники любого возраста могут воплотить свои творческие замыслы, но в таком мини-формате. Также у нас есть полноценная лаборатория по образовательной робототехнике, где организуются вышеперечисленные дополнительные образовательные услуги. И педагоги имеют возможность использовать оборудование лаборатории на своих занятиях при подготовке к участию в конкурсах, в рамках проектной деятельности, ну и в работе с родителями. За лабораторией у нас закреплен определенный педагог, который ведет учет всего оборудования лаборатории и ведет запись педагогов и воспитанников на вечерние занятия в свободное время. В настоящее время у нас оборудуются лего-стены в группах старшего дошкольного возраста. Также образовательное пространство детского сада могут использовать педагоги в вечернее время с малыми подгруппами воспитанников и специалисты учреждения, это учителя-логопеды, педагог-психолог в рамках своей работы с детьми. Третий год детские сады нашей республики принимают участие в дистанционной онлайн-игре «Играем с Лего», организаторами которой является наше образовательное учреждение. У данной игры есть своя группа в социальной сети ВКонтакте. Я специально разместила QR-код, можете найти. Ну и если вам интересно посмотреть деятельность, чем занимаются воспитанники у нас, техническим творчеством, как это все реализуется, не только в рамках данной игры, но и в рамках различной деятельности. И если вам интересно, опять же повторюсь, то вы можете присоединиться к нам уже в эту пятницу, 26 ноября. У нас состоится очередная игра в этом учебном году. Хочется отметить, что на протяжении 5 лет наш детский сад является организатором муниципальных соревнований «Мой первый робот». Данные соревнования являются востребованными в нашем городе, и каждый год количество участвующих команд увеличивается. Хотим также отметить, что мы не ограничиваем образовательные учреждения в количестве участвующих команд. То есть если детский сад желает принять участие в данных муниципальных соревнованиях, он выставляет одну команду, 2, 3, то есть сколько имеет технически одаренных воспитанников, столько и команд формирует образовательное учреждение. И хотим, чтобы вы присоединились к нам в наших социальных сетях. Мы есть в социальной сети в Инстаграме, также в социальной сети ВКонтакте. QR-код был на слайде выше. И также вот мы разместили QR-код на наш официальный сайт, где мы публикуем все наши новости, вкладки РИП, по занятию техническим творчеством наших воспитанников. И если у вас имеются какие-то вопросы к нам, чтобы узнать о нас побольше, также вы видите наш электронный адрес, можете нам писать, адресовать ваши вопросы, мы поможем и ответим. Спасибо, Светлана Игоревна. Уважаемые коллеги, я еще раз напоминаю, что у вас есть возможность задать вопросы в чате. Мы с вами в рамках семинара идем именно по уровню образования, и вы видите, что очень замечательно, что у нас есть такой опыт именно на уровне дошкольного образования. Вы видите все ссылки, которые есть на официальный сайт, на страничку Instagram и так далее.
есть указания на e-mail и прочее. Также хочу обратить ваше внимание, что в своем выступлении непосредственно Светлана Игоревна отметила, что в специальной вкладке RIP, то есть региональная инновационная площадка, материалы, которые разработаны, и продукты деятельности, которые разработаны именно для этого уровня, они по сути доступны. Ну и как вы видите из выступления, в данном случае образовательная организация готова к сотрудничеству и предлагает непосредственно свои уже конкурсные мероприятия. При этом очень важно, что в них принимает достаточно большое количество участников не только из города Ухты или всего муниципалитета, но и других, как я понимаю, да, городов. Да, с нами вместе сотрудничают и участвуют в наших мероприятиях и Воркута, Усинск очень активный, и вот Сосногорск сейчас включается в эту деятельность. Скажите, пожалуйста, вот очень часто и очень, наверное, много задают вопросов, а зачем тогда вы вообще как бы внедряете инженерно-техническое образование? Давайте мы вот этот вопрос переместим в плоскость эффектов и результатов. Скажите, пожалуйста, вот введение инженерно-технического образования, да, на уровне дошкольного ступени, дошкольного уровня образования, скажите, пожалуйста, каким эффектом приводит? Как изменяется развитие детей, то есть что демонстрируют они, например, в игровой деятельности, в продуктивной деятельности, в конструкторской и так далее. Ну, во-первых, хочется сказать, что вот пройдя вот все вот эти ступени, о которых я рассказала в своем выступлении, да, начиная с 3 лет, Да. наши дети с выпуском из детского сада, вот что хочется действительно отметить, не заканчивают работу вот в этом направлении техническом. Они продолжают эту деятельность, когда переходят в школу. То есть наши воспитанники переходят в детский технопарк «Кванториум» и продолжают работу в этом направлении дальше. Вот этим мы особенно гордимся, что наши дети все-таки продолжают идти дальше. И всю школьную жизнь у нас есть уже воспитанники, которые сейчас в 5 и в 6 классе, и они продолжают заниматься в технопарке «Кванториум» именно техническим творчеством. То есть, по сути, это стимулирование такого познавательного интереса, да, который в данном случае у нас сохраняется аж до подросткового возраста. То есть именно интерес к конструированию, творчеству и так далее. Вот к нам присоединяется Радик Хамитович. Мы видели, что вы были с самого начала. Он обучает развитие пространства математического мышления. Ну, скорее всего, наверное, пространственного, да, поскольку если вспомните о дошкольниках и так далее, об особенностях развития мышления и впрочем, наверное, данные эффекты будем как раз ассоциировать именно со школой. Скажите, пожалуйста, ну, скорее всего, это еще и выражается в определенной результативности участия ваших воспитанников в конкурсах именно инженерно-технической направленности. Предварительно, говоря как раз о подготовке к этому семинару, вы мне говорили об укоренке. Может быть, что-то по этому поводу скажете? И конкурсное движение, кстати говоря, тоже, да, очень активно развивается, и вот в этом плане технического творчества. Хотим отметить, что мы помогаем не только своим воспитанникам готовиться, но мы оказываем консультативную помощь детским садам республики, кто к нам обращается, но и муниципалитета непосредственно к нам приходят и педагоги, и дети, и мы помогаем уже на практике им прям прорабатывать какие-то задания технические прямо здесь у нас в саду. Либо мы практикуем такую форму, как лего-сессия, то есть мы выезжаем прямо в сад со своим оборудованием и уже готовим воспитанников прямо у них в саду на месте. Уважаемые коллеги, вот смотрите, как наша образовательная организация, являющаяся региональной инновационной площадкой, открыта к сотрудничеству, поэтому еще раз хочу обратить на тот слайд, который у нас в данном случае представлен. Пожалуйста, контактируйте, обращайтесь, и вы видите, что образовательная организация действительно открыта. И давайте вместе развивать данное направление образования, инженерно-технического образования на уровне дошкольного образования. Светлана Игоревна, я благодарю вас в вашем лице, вашу образовательную организацию в целом, да, поскольку вы продолжаете, что самое ценное, уже по истечении первых 3 лет, вы в своем докладе сказали, что свою деятельность вы начали в 2018 году, так скажем, целенаправленно. Нужно отметить, что
55-й детский сад в 2021 году продолжил свою деятельность в статусе региональной инновационной площадки, поэтому, уважаемые коллеги, пожалуйста, присоединяйтесь в том числе и к этому движению, и в том числе к инновационной деятельности в рамках образовательных учреждений. Поэтому я хочу высказать слова благодарности в ваш адрес всего вашего коллектива, вашего руководителя, который, наверное, является идейным вдохновителем очень многих процессов, и всего, в том числе муниципалитета, по поводу как раз развития инженерно-технического образования. Мы благодарим вас, уважаемые коллеги. Если у вас есть вопросы, вы можете задавать их в чате и в специальной вкладке «Вопросы». Я думаю, что наши коллеги еще задержатся, так скажем, да, и побудут вместе с нами, и они готовы будут на них ответить. Мы благодарим вас. Всего доброго. Надеемся до следующих встреч и до следующей презентации вашего опыта. Спасибо, да, обязательно. Всего доброго, до свидания. Уважаемые коллеги, сейчас мы наверное, переходим уже к тому, который скажем, на север. И я хочу сейчас пригласить к нашему общению на семинаре Екатерину Ивановну Кавита. Она представляет в данном случае среднюю общеобразовательную школу номер 40 с углубленным изучением отдельных предметов. Екатерина Ивановна, пожалуйста, добрый день, мы вас видим, слышим. Добрый день, уважаемые предоставляем коллеги. вам слово. Очень рада вас видеть, приветствуем на семинаре. Я тоже всех приветствую. Добрый день, уважаемые коллеги. Я сегодня буду делиться опытом реализации инженерно-технического образования в нашей школе. Хочу сказать, что наша школа работает в тандеме с остальными образовательными учреждениями. Мы очень такая маленькая дружная семья города Воркуты. И одна из приоритетных задач современной школы – это подготовка будущих высококвалифицированных специалистов. С этой целью в учебных заведениях нашего города открываются профильные классы, в которых школьники получают дополнительные знания. Уже не первый год наше учебное заведение реализует проект «Школа будущего», «Билет в будущее» и детский технопарк. Цели этого проекта – развитие предпрофильных и профильных классов, реализующих естественно-научный профиль инженерной направленности, социальное партнерство с учебными заведениями среднего профессионального и высшего профессионального образования, создание качественной модели профильного обучения, которая подготовит школьников к освоению будущей профессии по инженерной специализации, формирование контингента абитуриентов для высших учебных заведений технического профиля, ну и, соответственно, привлечение школьников к научно-исследовательской работе. В обычном классе с физико-математическим уклоном просто увеличено количество часов на прохождение профильных предметов. Школьники сначала получают знания в большом объеме и только потом овладевают технологиями. В нашей школе при сотрудничестве с ДТЮМ, это Дворец творчества, юношества и молодежи, ВПТ, Воркутинский политехнический техникум, ВГЭК, Воркутинский горно-экономический колледж и УГТУ, Ухтинский горно-технический университет. Кроме профильного изучения предметов технической направленности, у ребят есть возможность познакомиться с инженерными специальностями и попробовать себя в них. Кроме углубленного изучения математики и физики, ученики проходят элективные курсы по выбору и активно занимаются внеурочной деятельностью. Это робототехника, авто- и авиамоделирование, коллоидная химия и основы нанотехнологии, диалогика стилей в науке, программирование в среде Scratch, 3D-моделирование в программе SketchUp, компьютерное чтение. Учащиеся готовят проекты, которые могут представить на конференции, соревнованиях по робототехнике, на разных конкурсах проектных и исследовательских работ. Победа в них также дает возможность заработать баллы для поступления в высшее учебное заведение. Все это дает возможность осознанного выбора будущей инженерной специальности. Придя в технический вуз, ребята уже будут иметь навыки решения инженерных задач, точно зная, чему они хотят научиться. Определиться со своими интересами и личностными возможностями. Помогают специалисты в рамках проекта «Билет в будущее». Ребята проходят тестирование, получают рекомендации по определению будущей сферы профессиональной деятельности, знакомятся с тонкостями профессии, что существенно помогает им определиться с выбором. Еще одно направление, над которым активно работают педагоги нашей школы, это мотивация для учащихся во всероссийских олимпиадах, которые проводят ведущие технические вузы страны. Образовательная олимпиада – это интеллектуальный конкурс для абитуриентов, который дает шанс поступить в университет без вступительных экзаменов, получить государственную стипендию или значительную скидку на оплату обучения.
Участие в олимпиадах абсолютно бесплатно. 10 олимпиад, которые помогут поступить в вуз без конкурса. Вот они, эти 10 олимпиад. Я думаю, вы все с ними знакомы. Хотелось бы еще раз э, проговорить о том, какие все-таки льготы дают и на что направлены участие в той или иной олимпиаде. Всероссийская олимпиада школьников, ВСИРОС называют, либо Всероссийская, так и есть олимпиада школьников. Это старейшая, самая престижная олимпиада для школьников России. Ее проводят с 1886 года под эгидой Министерства просвещения. СИРОС проводится по 24 предметам. То есть здесь может найти свою заинтересованность каждый из учащихся. Только нужно внимательно посмотреть. Олимпиада проходит 4 этапа. Это школьный, городской, региональный и всероссийский. Заключительный этап ежегодно проводится в различных городах, поэтому для участия нужно будет выехать, возможно, в другой регион. Для того, чтобы подготовиться к этой олимпиаде, можно открывать задания прошлых лет, решать их, либо принимать участие в курсах, которые проводятся на различных площадках. Их проводят сами же участники олимпиады, которые получали призовые места, либо члены жюри. Главное, что требуется для участия в этой олимпиаде, это системность при подготовке и умение держаться в стороне от крайностей. Нельзя посвятить месяц или два усиленной подготовке, а затем отложить предмет в сторону. И наоборот, очень плохо, когда ребенок перегорает, готовясь к состязанию в течение всего года. Обеих этих ошибок можно избежать, разработав подробный план подготовки на год. Для этого и есть мы, преподаватели, которые помогаем ученикам спланировать свою деятельность и без потерь в психике и во всем остальном пройти этот сложный иногда путь, потому что дети боятся олимпиад, а нам нужно им помогать и подсказать, помочь и подсказать о том, что не нужно им бояться. Это всего лишь как сложная контрольная работа, интереснее, чем дают в школе, и которая дает большую результативность. Возможность поступить в любой российский университет без экзаменов. Еще один приятный бонус. Победу во всеросе не нужно подтверждать 70 баллами в ЕГЭ, в отличие от перечневых олимпиад. И остается сдать только базовую математику и перешагнуть порог баллов по русскому языку. Вторая олимпиада из списка – это «Покори Воробьевы горы». Проводится МГУ совместно с московским комсомольцем с 2005 года. Этапы, их обычно два – отборочный и заключительный. Отборочный тур, он заочный, он проводится в онлайн-формате, а заключительный этап проходит в МГУ и регионах для тех, кто не может приехать в столицу. Для того, чтобы подготовиться к этой олимпиаде, можно познакомиться с методичкой олимпиады и посмотреть задания прошлых лет. Задания даются в игровой форме, но при этом они повышенного уровня сложности, и придется хорошенько подумать. В первую очередь, «Покори Воробьевы горы» предназначена для ребят из регионов, чтобы выявить среди них таланты. Преимущества при победе, которые дает олимпиада, это билет в МГУ, Высшую школу экономики, Московский государственный математический университет имени Сеченова и другие топовые вузы, но его придется подтвердить 75 баллами за ЕГЭ и профильному предмету. Более подробную информацию нужно все-таки смотреть на сайтах, потому что она меняется из года в год. Третья олимпиада – это Олимпиада Ломоносова. Она проводится также с 2005 года, стремится выявить творческие способности школьников и повысить их интерес к научно-исследовательской деятельности. Перечень олимпиад, вернее, перечень предметов тоже можно посмотреть на сайте данного университета. Этапы проводятся заочные и очные. Например, так выглядит этап Олимпиады по обществознанию. В заочной части надо написать эссе по предложенной теме. В очной дается ситуация или цитата, которую надо проанализировать, чтобы затем высказать свою точку зрения. За дополнительное вступительное испытание по обществознанию также засчитываются олимпиады по праву, философии, экономике, и можно принять участие также и в них. Чтобы подготовиться к данной олимпиаде, желательно бы послушать лекции и консультации на сайте олимпиады, изучить пособие и заглянуть в неофициальную группу в соцсети ВКонтакте. Ее тоже несложно найти. Преимущества, которые дает эта олимпиада, это льготы при поступлении в МГУ, МГИМО, РЭУ имени Плеханова, Московский государственный математический университет имени Сеченова, Высшая школа экономики. У университетов разные правила предоставления льгот. Нужно ознакомиться с ними на сайтах вузов. Главное, что учитывается при проверке, это не шаблонность мышления, умение доказывать, приводить аргументы, владение как научным, так и художественным языком. Важен творческий подход. Физтех – это наша любимая олимпиада школы. Благодаря этой олимпиаде физтеха у нас в позапрошлом году ребенок прошел эту олимпиаду, он получил второе место, занял, и его пригласили на обучение в физтех. Он сейчас является студентом второго курса.
Олимпиада «Физтех» проводится Московским физико-техническим институтом уже более 30 лет. И предмет первого уровня здесь всего один – это физика. Этапы – это отборочный тур, который проходит в онлайн-формате, и заключительный в оффлайне. При этом в качестве отборочного тура засчитывает еще и столичную физико-математическую олимпиаду МФТИ. Отборочный тур Лети, выездную физико-математическую олимпиаду МФТИ, онлайн-этап Политех Интернешнл, а также физико-математическую олимпиаду МИЭТ. Олимпиада похожа на сложный ЕГЭ по физике. Можно сказать, что готовясь к этой олимпиаде, вы готовитесь к физтеху и наоборот. Преимущество, которое дает эта олимпиада – возможность поступить без дополнительных испытаний в Высшую школу экономики МГМУ имени Сеченова, Математический университет Сеченова, МФТИ. Для поступления в физтех-школу биологической и медицинской физики нужно будет подтвердить свои результаты высокими баллами за ЕГЭ. Но останется только собеседование. И то это собеседование проводится чисто формально. Ребята иногда просто приглашают, им говорят, что вы молодцы, мы вас поздравляем, что вы поступили, и отправляют. Если же балл будет пограничным, тогда вполне возможно, что при собеседовании ребятам предложат либо пониженную ставку на обучение, либо какую-то грантовую поддержку для обучения. Росатом, тоже очень известная олимпиада, проводят НИЯУ МФИ и совместно с корпорацией Росатом. Она чуть менее сложная, чем физтех, и предназначена для школьников, нацеленных на инженерно-технические специальности. И, соответственно, здесь предмет первого уровня тоже является физикой. Отборочный этап проходит очно для жителей Москвы. Для школьников и регионов онлайн или оффлайн на специальных площадках. И заключительный этап, он, конечно, очный для всех. Именно на физтехе и Росатоме из года в год наиболее адекватные и сбалансированные задачи, ну, это просматривая задания, сделали такой вывод мы для себя. Они соответствуют школьной программе, поэтому развитый заинтересованный школьник может с ними легко справиться. И как показывает практика, те ребята, которые усердно занимаются, получают дипломы именно на этих олимпиадах, поэтому они являются нашими любимыми. Для подготовки можно посмотреть также материалы на сайте и ознакомиться с заданием прошлых лет. Преимущества при победе: льготное поступление в МИФИ, МГУ имени Сеченова, в Высшую школу экономики, другие университеты с профильной физикой. Олимпиада «Высшая проба», которая проводится с 2019 года, стала всероссийской. Проводит ее НИУ Высшей школы экономики. Находится на верхних строчках рейтинга университетов по числу принятых вуз, победителей и призеров Олимпиад. Около 1000 успешных участников Олимпиады ежегодно. Дистанционный отборочный и очный этап заключительный. Отборочный тур проходит онлайн в формате теста для всех, кроме дизайнеров. Они уже отправляют дополнительно портфолио. И обычно на финальный этап проходит около 20% участников. На сайте Олимпиады можно ознакомиться с темами для каждого профиля, а также получить демонстрационные задания, посмотреть работы призеров и победителей прошлых лет. Преимущество, которое дает эта Олимпиада – поступление в Высшую школу экономики, РЭУ имени Плеханова, Московский государственный математический университет имени Сеченова и другие вузы, минуя общий конкурс. Для подтверждения нужно будет сдать профильный ЕГЭ не меньше, чем на 70 баллов. Из приятного: при поступлении в Высшую школу экономики всех участников высшей пробы ждет бонус в виде дополнительных баллов в портфолио, а победители и призеры имеют шанс выиграть президентский грант. Седьмая олимпиада в этом перечне – это олимпиада Санкт-Петербургского государственного университета. Ежегодно по олимпиадным льготам в Санкт-Петербургский государственный университет поступает около 400 студентов. Отборочный онлайн-тур и финал в Санкт-Петербургском государственном университете или на площадках Москвы, Калининграде, ну и на региональных площадках, которые назначает сам университет. Для победы понадобится широкий круг знаний. Уровень сложности здесь высокий. Предметная олимпиада охватывает многие темы и сферы. Есть также группа ВКонтакте в соцсети, где можно познакомиться с заданиями прошлых лет, можно зайти на сам сайт. Там можно пообщаться с ребятами, которые прошли эти олимпиады. Они могут посоветовать, как готовиться к ним, на что обратить внимание, что было для них просто, что для них было более сложно. Преимущество при победе: льготное поступление в Санкт-Петербургский государственный университет, МГМУ имени Сеченова, Высшую школу экономики и другие вузы. Восьмое олимпиада из перечня этих олимпиад. Несмотря на название, это Московская олимпиада. Это олимпиада для школьников всей России, не только Москвы. Задания составляются на основе школьной программы, но подаются в нестандартном формате, из-за чего Московская олимпиада школьников относится к сложным олимпиадам. И
получить в ней призовые баллы достаточно непросто. Для этого придется поработать и хорошенько подготовиться. Отборочный тур чаще всего проводится онлайн, финальный проходит очно в Москве. Чтобы потренироваться, на сайте Московской олимпиады школьников доступен архив заданий. Преимущества, которые дает эта олимпиада, как и призовые места в других перечневых олимпиадах, победа в Московской олимпиаде школьников дает льготы при поступлении в престижные вузы, такие как МГМУ, Московский университет имени Сеченова, Высшая школа экономики, МГУ. Победу необходимо подтверждать 75 баллами по профильному предмету. 9. Олимпиада. Это Всесибирская открытая олимпиада школьников. Она тоже очень любима детьми, потому что это очень хороший вариант для тех, кто хочет сдавать информатику или химию. Если эти профили не на Всероссии и Московской олимпиаде довольно сложные, то на данной олимпиаде школьникам будет чуть полегче. Хотя льготы при поступлении, которые дает эта олимпиада за первые места, она также достаточно интересная. Льготу призеров Всесибирской олимпиады школьникам не меньше, чем у победителей более сложных и крупных олимпиад. Можно поступить без конкурса в МГУ, Высшую школу экономики, РАНХ ИГС, РЭУ имени Плеханова, Московский государственный математический университет Сеченова, МИС ИС и другие вузы. Но информацию все-таки нужно проверять на сайтах, потому что из года в год она немножечко меняется. Ну и последняя олимпиада, которую хотелось бы выделить, это нанотехнологии, прорыв в будущее. Это сочетание химики, физики, математики и биологии на одной олимпиаде. И предмет первого уровня здесь все-таки рассматривается нанотехнологии. Как и везде, два тура – заочный и финальный очный, которые проходят на территории Московского государственного университета. Помимо баллов, полученных во время заочного этапа на самой Олимпиаде для прохождения в очный тур, можно набрать дополнительные очки. Для этого надо принять участие в викторине, в соревнованиях проектных работ «Гениальные мысли». В качестве подготовки все то же самое. Открываем сайт, заходим, смотрим архивные задания и помогаем ребятам с ним разобраться. Преимущества при победе – льготное поступление в вузы с профилями по химии, физике, математике, биологии, МГМУ имени Сеченова, Высшую школу экономики и другие. Почему я обратила внимание именно на эти олимпиады? Потому что это верный путь и лучший путь в вузы. Иногда, наверное, я предыдущий слайд я назад сейчас переверну. И пятый, последний пункт. Нужно всегда уметь расставить приоритеты и, возможно, подготовку к ЕГЭ иногда нужно отложить и бросить все силы на Олимпиаду. Потому что, готовясь к Олимпиаде, мы готовимся в том числе и к ЕГЭ. Если ребенок, готовясь к Олимпиаде, проходит вот этот порог, и он получает призовое место, то я думаю, что сдать задание по ЕГЭ для него не составит никакого труда. И все, что мы делаем, развитие инженерно-технического образования, все-таки у нас направлено на то, чтобы ребенок определился со своей специальностью и как можно раньше начал осознавать и понимать те азы, которые потом пригодятся ему в будущем выборе профессии, и он сможет достойно сдать экзамены, а возможно и без экзаменов, пройдя порог, поступить в тот вуз, который считает вузом своей мечты. На этом я, наверное, закончу свой доклад. Спасибо всем большое за внимание. Я жду от вас вопросов. Спасибо. Спасибо, Екатерина Ивановна. У меня несколько к вам вопросов. Скажите, пожалуйста, практикуется ли на базе вашей школы консультирование педагогов и учащихся по подготовке их к, Коллеги, не к меня ЕГЭ, слышно? а к инженерно-техническим олимпиадам, о которых вы говорили? Ну, есть ли такой, допустим, консультационный пункт, или это распространяется только на ваших обучающихся школах? Ну, я подожду. Екатерина Ивановна, слышали мой вопрос, да? Возможно, у вас есть вопросы по работе именно наших площадок, Екатерина на которых я Ивановна, не очень вы мой заострила вопрос внимание. слышали? Давайте я тогда повторю. Вы очень много говорили о сопровождении обучающихся именно по данным олимпиадам, и первый мой вопрос касался того, организуете ли вы подобную помощь обучающимся и педагогам, да, других школ, других образовательных организаций вашего города? Коллеги, напишите, пожалуйста, слышно ли меня, или я, может быть, пропала. Нет, вас слышно, Сама но, для себя вещала. наверное, вы нас не слышите.
Спасибо. Давайте еще раз попробуем. Сейчас вы нас слышите? А теперь я и слышу, и вижу вас. Да, все, тогда у нас были определенные технические проблемы. Я возвращаюсь к тем вопросам, которые хотел вам непосредственно задать. Скажите, пожалуйста, на базе вашей школы организуется ли консультирование педагогов, ну или учащихся по подготовке к олимпиадам, о которых вы нам говорили? Конечно. То есть вы На практикуете, базе да? нашей школы мы открыты, да, сайт наш доступен, у нас есть группа ВКонтакте школьная, поэтому ребята, даже у нас есть такая практика, когда мы готовим своих ребят к олимпиадам и к ЕГЭ, и ребята из соседней школы имеют возможность тоже приходить с нашими ребятами, заниматься вместе с нами. Это абсолютно на добровольных началах, здесь нет никакой оплаты и так далее. То есть, я вам еще раз говорю, у нас Воркута – это маленький город, там, где все друг друга знают и все друг другу помогают. И я могу обратиться к любому, к своему коллеге, и я знаю, что мне никогда не откажут. Ну, вот видите, как тесные взаимосвязи, да, позволяют достигать общего, по сути, результата. Вы говорили об очень важной проблеме – это подготовка обучающихся к олимпиадам, в том числе инженерно-технической направленности, и сказали, что, по сути, это целое, по сути, направление деятельности педагогов, иных служб и так далее. Вот назовите, пожалуйста, основные, вот, так скажем, направления деятельности вашей школы по сопровождению детей по подготовке к олимпиадам. Кто может принимать участие, то есть обязательно ли это только, например, там предметное углубление и так далее, либо это еще помощь других специалистов? Как вы работаете, может быть, с родителями, с самими детьми? Вы знаете, у нас в нашем городском муниципальном округе у нас есть взаимосвязь между школами, организуются осенние, весенние, ну, зимний лагерь мы не организуем, потому что там Да. рождественские каникулы. Там, где преподаватели выбирают направление и работают с детьми всех школ. То есть ребята со всех школ могут углубленно позаниматься с ведущими преподавателями наших школ, которые могут интересно и очень объемно объяснить тот материал, который ребятам не достает. Потому что, знаете, все равно педагоги, мы все равно люди, и каждый хорошо может красиво, красочно оформить ту тему, которую он хорошо знает. И таким образом мы, знаете, такие свои недостатки педагогические мы компенсируем. Вот. Точно так же помимо профильных лагерей у нас работают площадки, там, где могут пообщаться ребята. У нас между школами проводятся соревнования. Потом на базе нашей школы есть замечательная робототехника. Там, где тоже техническая направленность, ребята могут заниматься, с удовольствием это делают. И плюс еще у нас есть преемственность. То есть у нас учащиеся старших классов, они помогают готовить 7, 8, 9 класс к олимпиаде. Не только педагог готовит, но и сами ребята могут общаться, они помогают решать задачи, которые проходили в прошлом году. Но вы знаете, у нас обычно дети идут из года в год, вот это олимпиадное движение. Вот те, кто в него погрузился, те, кто его понял, те, кто его разжевал, они больше оттуда практически не выходят. И вот из таких ребят мы выращиваем тех, которые потом участвуют в физтехе, Ломоносове, и которые поступают уже по вот этим вышеуказанным льготам. И когда они радостные приходят в школу и говорят: я поступил, вот помните, мы с вами ездили, и вот благодаря этой олимпиаде я поступил туда, куда я хотел. Все, это слезы, это обнимашки, и все. Поэтому мы открыты друг для друга и помогаем друг другу. Спасибо. И еще такой вопрос. Вы сказали об очень такой важной вещи, но, по мнению некоторых специалистов, довольно-таки спорной. Это ранее, по сути, профориентация и выбор направления деятельности, соответственно, вуза и так далее. Вот скажите, пожалуйста, в вашем опыте это все-таки больше положительных результатов, так скажем, вы достигаете? То есть когда, например, там, в пятом-шестом, например, пропедевтика, может быть, даже вот, как мы говорили, на уровне начального общего образования и так далее, такой опыт тоже есть. И вот к 7-8, по сути, уже подросток определяется из будущей профессии, из учреждения. Вот эти траектории развития, так скажем, да, они в конечном итоге успешны по результату поступления, в целом выбора профессии или нет? Потому что скептики, как правило, отмечают, что ранняя профориентация, она, ну, не совсем, так скажем, может быть уместна в связи с тем, что человек еще не завершил фазу, по сути, профессионального самоопределения. И поэтому она является рисковой, по сути.
Вот как... Ну, Да. профориентация, она же не является конкретной направленной, что вот ты иди туда и больше никуда. Ребята просто знакомятся с видами профессий, и они либо понимают, что это мое, либо понимают, что я этого делать никогда не буду. То есть Ну, по крайней мере, пока не зайдешь в воду, да, ты не не поймешь, поймешь, по нужно сути. тебе это или нет, То конечно. есть смысл профориентации в данном случае заключается не в узкой специализированности и точном определении этого маршрута, а именно в тех пробах, которые можно в данном случае принять участие, понять вообще, насколько данная сфера мне вообще необходима, интересна и так далее, смогу ли я в ней, например, реализоваться и так далее, и, соответственно, вы даете такую возможность. То есть это, по сути, широкий коридор, а не какая-то узкая тропинка, которая выбрана, например, была в 6 классе. Скажите, пожалуйста, Конечно, и ребенок имеет возможность открыть любую дверь из этого коридора широкого. скажите, пожалуйста, а какие, может быть, олимпиады вы в данном случае инициировали сами и проводите на уровне муниципалитета либо республики, то есть ваши Но ученики? мы обязательно участвуем во Всероссийской школьной Нет, олимпиаде, это вы инициировали, то безоговорочно. есть это ваше вот такое детище и так далее. Есть ли такая олимпиада? Нам очень понравилась олимпиада физтеха, потому что когда ребенок приходит на профильную физику и математику, нам мало того материала, который дается по программе, нам хочется чего-то большего. И вот именно вот эти олимпиады, физтех и МФТИ, которые нас, знаете, заставляют углубиться и познакомиться с более объемным материалом, который становится интересным, помогает нам и в учебе, и в подготовке к ЕГЭ, но и тем не менее развивает нас в направлении более широком, чем просто школьная программа, даже углубленного класса. И у нас еще в вкладке «Вопросы» было предложение в данном случае о консультации, и сейчас уже исчезло в данном случае. Как можно обратиться, да, в данном случае в ваше учреждение для того, чтобы получить консультацию по интересующим вопросам? У нас есть официальный школьный сайт, там есть электронная почта, можно написать, и если только касается меня, мне перешлют это письмо, либо другого специалиста в школе, который может ответить на этот Ну, в вопрос, частности, либо у помочь нас в консультации. пользователь, в данном случае участник семинара, это Солнцева Светлана Борисовна. Да? То есть вы можете в данном случае найти официальные контакты с учреждением, и, естественно, можно будет связаться и с человеком, и, собственно, с руководителем региональной инновационной площадки. И я думаю, что эти контакты вы сможете в данном случае установить самостоятельно. Если у вас останутся вопросы и не будет такой возможности или не получится связаться с учреждением, вы можете обратиться в институт 28 60 11, добавочный 339, и мы тогда организуем в данном случае взаимодействие и общение с коллегами. Ну, мне хотелось бы в вашем лице, Екатерина Ивановна, также поблагодарить ваше учреждение в лице очень многих коллег, которые принимают активное участие в семинарах, в республиканских, в всероссийских, да, даже в международных и так далее, также в конкурсах и так далее. Потому что нам очень отрадно, что 40-я школа продолжила свою деятельность в статусе региональной инновационной площадки, и она также в 2021 году продолжила свою инновационную деятельность в этом направлении, и уже на определенных мероприятиях мы, так скажем, констатировали, так скажем, некоторые направления развития, и если вы следите за деятельностью данной региональной инновационной площадки, я думаю, что вы можете ознакомиться с инновационными продуктами деятельности на сайте учреждения, то мы обнаружим очень-очень много интересного. Спасибо, Радик Хамитович, за то, что вы очень часто с нами и в целом всей вашей школе, директору Марине Борисовне и, соответственно, всем вашим коллегам большой привет и надеемся на дальнейшее сотрудничество плодотворное. Огромное вам спасибо, мы благодарим вас за участие в семинаре. Ну, а мы, уважаемые коллеги, продолжаем нашу работу, и у нас мы переходим уже к следующему уровню, это среднее профессиональное образование. Возвращаемся мы уже непосредственно в город Сыктывкар. С нами активно на протяжении 3 лет работал Сыктывкарский политехнический техникум, и сегодня я хотел бы как раз предоставить слово представителям данного учреждения, это Снежана Сергеевна Пименова. Уважаемые коллеги, пожалуйста, присоединяйтесь к нам. Добрый день, мы вас видим. Слышим. Добрый день. Приветствуем Добрый вас. день. Да, приветствуем вас. Переходим тогда на вашу презентацию и предоставляем вам слово.
Да, добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Снежана Сергеевна. Я являюсь педагогом-организатором в Политехническом техникуме. И тема моего выступления – это развитие технического образования. На базе Сыктывкарского политехнического техникума в техническом центре реализуется два направления. Первое направление – это автомобили, куда относится юношеская автомобильная школа по программе «Юный автомобилист». Второе направление – это мир информационных технологий, куда входит 3D-моделирование, электроника и интернет вещей. Сейчас я кратко расскажу информацию по реализации данных программ. И первая программа – это дополнительная общеобразовательная, общеразвивающая программа «Юный автомобилист». Программа обусловлена повышенным интересом подростков к изучению автодела, особенно у тех, кто планирует получить водительские права по достижению 18-летнего возраста, а также общественной потребностью решения проблемы предупреждения аварийности. Знание устройства транспортных средств, техники, управления автомобилем даст ребятам понимание объективных причин создания нежелательных аварийных ситуаций на дорогах из-за определенных неисправностей. Формирование системы знаний правил дорожного движения даст им возможность, в свою очередь, уверенно ориентироваться на дорогах. Обучение по данной программе способствует формированию у подростков умений и навыков прогнозирования опасности в различных ситуациях на дороге и действиях адекватной обстановке, дает опыт психологической подготовленности. Далее, следующая программа – это дополнительно общеобразовательная, общеразвивающая программа 3D-моделирования. Данная программа связана с процессом информатизации и необходимостью для каждого человека овладеть новейшими информационными технологиями для адаптации в современном обществе и реализации в полной мере своего творческого потенциала. Если раньше представить то, как будет выглядеть дом или интерьер комнаты, автомобиля или теплоход мы могли лишь по чертежу или по рисунку, то с появлением компьютерного трехмерного моделирования стало возможным создать объемное изображение спроектированного сооружения. Оно отличается фотографической точностью, позволяет лучше представить себе, как будет выглядеть проект, воплощенный в жизнь, и своевременно внести необходимые коррективы. 3D-модель обычно производит гораздо большее впечатление, чем все остальные способы презентации будущего проекта. Новизна программы состоит в том, что она учитывает новые технологические уклады, которые требуют новый способ мышления и тесного взаимодействия при постоянном повышении уровня междисциплинарности проектов. Программа личностно ориентирована, составлена так, чтобы каждый обучающийся имел возможность самостоятельно выбрать наиболее интересный объект работы, приемлемый именно для него. Следующая программа – это программа «Электроника». Она разработана для подготовки обучающихся, желающих получить первоначальные знания по радиотехнике, монтажу, конструированию, настройке радиоаппаратуры и созданию радиотехнических устройств по определенным технологиям в области электроники и радиотехники. Цель программы – это развитие интеллектуально-творческих способностей обучающихся на занятиях по изучению основ электроники и радиотехнического конструирования. Далее мы переходим к следующей программе. Это программа дополнительно общеобразовательная, общеразвивающая программа «Интернет вещей». Актуальность программы состоит в том, что она составлена с учетом современных потребностей рынка в специалистах в области информационных технологий. Если раньше к интернету подключались компьютеры, ноутбуки, смартфоны и планшеты, то теперь к нему можно подсоединить практически любое устройство. Это могут быть смарт-часы, умные бытовые приборы, дата-центры и даже умная одежда, вплоть до кроссовок и носков. Устройства способны работать в автоматическом режиме, но пользователь может управлять ими в том числе дистанционно. Таким образом, интернет вещей – это сеть, в которой общаются между собой не пользователи, а устройства. Для создания автоматизированного и автоматического оборудования, превращения обычного дома в умный дом, использование в этом пространстве технологий интернет-вещей необходимы специалисты, обладающие знаниями в области электроники, разработки программного обеспечения и конструирования. В связи с этим разработка и реализация дополнительного общеобразовательной, общеразвивающей программы интернет-вещей является актуальной. Также обратимся к формам контроля и аттестации. Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программам проводится текущий, промежуточный, итоговый контроль.
Текущий контроль это успеваемости, форма оценки, результативности обучающихся предусмотрено проведение устных опросов, тестов, проверки кейсов. В течение учебного года педагогами проводится мониторинг учебных достижений обучающихся. Это педагогическое наблюдение, презентация результатов кейсов. Также промежуточный контроль предусмотрен с целью выявления уровня освоения программы учащимся и корректировки процесса обучения. Включает формы такие, как устный, письменный опрос, тестирование, участие в соревнованиях, слетах, конкурсах или организационно-массовых мероприятиях, защита творческой работы, участие в региональном чемпионате WorldSkills Juniors. И итоговый контроль – это выполнение конкурсного задания по компетенциям. Диагностика уровня личностного развития учащихся проводится по показателям, отраженным в планируемых результатах. В период с октября 2020 года по сегодняшний день в техническом центре Сыктывкарского политехнического техникума занимается более 100 человек, детей и подростков. В планах техникума реализовать такие программы, как многоборье, картинг, программы для людей с ограниченными возможностями здоровья. Благодарю вас за внимание. Ваши вопросы. Спасибо, Снежана Сергеевна. Действительно, учреждение на территории города Сыктывкара активно включает в данном случае подростков самых разных школ непосредственно к участию в данных программах, которые были представлены. Насколько мне известно, у вас в среднем ежегодно сколько примерно подростков принимает участие в программах? Ну, то есть вот как минимум 100 мы поняли, да? То есть получается, вот вы приглашаете, и получается, что вот такие группы создаются у вас ежегодно. Да, конечно. Получается, вот в течение 2 лет это уже около 100 человек. Ну, ежегодно. В каждом направлении. Ежегодно, да. Скажите, пожалуйста, какие отзывы у самих ребят от участия вот в этих программах? Становится ли им интересно инженерно-техническое творчество и так далее? Ну, конечно, да, они еще также, вот как я уже сказала, участвуют в региональном чемпионате WorldSkills Juniors. Вот, кстати, как раз у нас 24 ноября будет начало регионального чемпионата, и много студентов нашего техникума участвуют в этом чемпионате. А скажите, пожалуйста, есть ли такие ребята, которые, допустим, после 9 класса, ну вот обучившись у вас на данных программах, поступают в ваше учреждение? Да, и таких ребят очень много, потому что им понравилось в нашем техникуме, они познакомились с нашими мастерскими и в дальнейшем хотят связать свою судьбу и поступить. Ну, мы понимаем, что ваши мастерские были обновлены, да, вот по сути те фотографии, которые мы видели, они действительно позволяют окунуть, так скажем, да, наших ребят в инженерно-техническое творчество по тем программам, которые вы представили. Не менее важным, наверное, интересным, если вы позволите вот вернуться на предыдущий слайд, являются в данном случае программы, в частности, для людей с ограниченными возможностями здоровья. То есть что примерно вы планируете? В каком контексте, может быть, или какое-то направление взять? Вот насчет этого, к сожалению, пока что не можем сказать, потому что эта программа еще не реализована. И ну, по крайней мере, в планах это есть. Я думаю, что это будет востребовано, да. Скажите, пожалуйста, если в отношении картинга понятно, то многоборье, что это такое? То есть что здесь имеется в виду? Ну, это тоже пока что, эта программа в планах, и пока в реализации, пока что на данный момент мы не можем ответить. Спасибо. Спасибо, Снежана Сергеевна. Также в вашем лице хочу передать огромную благодарность вашему руководству, всем тем коллегам, которые непосредственно в течение 2018 вплоть до 2021 года участвовали во всех мероприятиях, которые мы проводили в региональных инновационных площадках и, соответственно, представляли данный опыт. Ну, я полагаю, что как раз мы тем самым, уважаемые участники семинара, как раз продемонстрировали, что в республике созданы в данном случае все условия для того, чтобы инженерно-техническое образование развивалось. Оно имеется и активно развивается на уровне дошкольного образования, на уровне начального общего, основного общего, среднего общего. Да, здесь контекст был представлен именно в контексте Олимпиады. Ну и, конечно же, это СПО, то есть наши ресурсные центры, технические центры
при СПО, становятся как раз центрами подготовки детей и подростков, и молодежи вот в рамках именно программы инженерно-технической направленности. Снежана Сергеевна, мы вас благодарим. Мы надеемся, конечно же, на дальнейшее сотрудничество с вашей организацией и приглашаем с нами сохранить вот те тесные контакты и взаимоотношения и, конечно же, по поводу представления опыта, который вы нам, или о котором вы нам сегодня сказали. Всё, хорошо, Всего спасибо, доброго. до свидания. Да, до До свидания. свидания. Уважаемые коллеги, ну а мне остается еще несколько слов сказать по тем анонсам, которые все-таки мне хотелось бы обозначить. Я займу буквально не так много времени вашего. Это, конечно же, напомнить о том конкурсе, о котором мы уже говорили на одном из семинаров. Это флагман образования, в данном случае школа. Вообще в рамках данного всероссийского конкурса у нас 4 трека. И уже презентовали в данном случае трек флагман образования студенты. Так вот, мне хотелось бы обратить ваше внимание, что здесь 30 ноября завершается прием заявок от общеобразовательных организаций для участия в данном всероссийском конкурсе. И, конечно же, по сути, этот конкурс проводится для выявления и поддержки талантливых управленцев системы образования, обладающих высоким уровнем лидерских качеств. По сути, этот конкурс должен стать площадкой для обмена опытом и распространения лучших практик и так далее. Для регистрации необходимо определить команду из 4 сотрудников в соответствии с условиями конкурса и принять в данном случае активное участие. Напоминаю, что регистрация на данный конкурс завершается 30 ноября. Новый конкурс, о котором пока мы еще не информировали педагогическую общественность республики, это, конечно же, в данном случае вектор качества образования. Есть ссылка, прямая ссылка на этот конкурс, и нужно отметить, что этот конкурс проводится в рамках всероссийского проекта «Вектор качества образования», проводится в целях выявления и распространения лучших российских практик по разработке и внедрению инновационных механизмов совершенствования качества общего образования. И участниками этого конкурса могут стать государственные, муниципальные, а также частные образовательные организации общего образования Российской Федерации. Ну и сейчас проводится заочный этап конкурса. Конкурс проводится в рамках следующих направлений. Это направления, связанные с совершенствованием качества общего образования и раскрывающие инновационный опыт образовательной организации, в частности, школа, открытая обществу. Здесь можно представить систему социального партнерства, вовлеченность родителей в образовательный процесс, информационная открытость школы, сетевое взаимодействие. Другое направление – это школа «Территория больших возможностей», где можно представить как раз организацию персонализированного обучения школьников, а также организацию детских и детско-взрослых общностей, сообществ, раскрыть в данном случае основные аспекты и направления профессионального самоопределения школьников и так далее. Ну и третье направление – это учитель как гарант качества образования, где, в общем-то, раскрывается как раз методическое сопровождение учителей, внутришкольная система профессионального роста, а также управленческие технологии развития профессиональной компетентности учителя. Информация о данном конкурсе будет разослана в течение этой и следующей недели в органы управления образованием, муниципальный орган управления образованием, а также будет доступна непосредственно на сайте института. Еще буквально несколько слов мне хотелось бы напомнить и сказать, что мы открыты в данном случае к тому, чтобы образовательные учреждения нашей республики, как и дошкольного, так как общего, дополнительного образования и среднего профессионального образования, конечно же, выступали или стали региональными инновационными площадками, становились. Да? И, соответственно, данная информация, еще раз напомню, у нас находится в соответствующей вкладке «Проекты РИП». Информационное сопровождение осуществляется на сайте института. Можно ознакомиться с основными документами, которые позволяют любой образовательной организации получить данный статус, ну и, конечно же, связаться с основными, так скажем, лицами, которые связаны с этой деятельностью. Это непосредственно секретарь Республиканского экспертного совета и, собственно, представители центра института, который сопровождает инновационную деятельность.
Ради Хамидович, мы рады, что 40-я школа принимает участие в конкурсе «Флагмана образования школы». Мы желаем вам успехов и надеемся, что Республику Коми представит школа, а может быть даже и вы на финальном этапе. Уважаемые коллеги, наш план проведения семинара реализован. Полагаю, что вы автоматически получите сертификаты участников данного семинара. Поэтому, если у вас останутся в данном случае вопросы, вы можете непосредственно их направлять в данном случае мне или обращаться по телефону, который обозначен в данном случае здесь, 28 60 11, добавочный 339. По содержанию сегодняшнего семинара и, соответственно, по организации инновационной деятельности в образовательном учреждении и так далее. Ну, а я хочу сказать, что в ноябре мы завершили линейку семинаров, республиканских семинаров по представлению опыта региональных инновационных площадок. Вы можете обратиться к материалам предыдущих семинаров, если они вам интересны. До новых встреч. Будьте здоровы. Всего доброго. До свидания.